Торопитесь на работу по своим делам, но не забудьте включить свой любимый радиоприемник, чтобы оставаться вместе с нами на связи. Поскольку нас сегодня в течение этого часа ожидает довольно интересное и насыщенное интервью, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях человек, которого мы всегда рады видеть в нашей студии радиостанции «Азия Плюс». Это поистине талантливая личность. Певец, композитор, музыкант, которого знают и любят не только в Казахстане, но и в Таджикистане, а также во многих других странах. Прошу любить и жаловать, Парвиз Назаров у нас сегодня в гостях. Добрый день, очень рад. Я тоже безумно рад. И также Парвиз сегодня не один, он привел с собой замечательного гостя, это Хамза Хакими. Человек по профессии адвокат, но безумно творческая личность тоже, поскольку пишет и стихи. Есть даже издание собственных книг, уважаемые друзья. К тому же актер, ну и мне кажется, еще куча разных интересных талантов у этого замечательного человека. Добрый день. День добрый. День добрый. Ну что, вот такая у нас сегодня творческая компашенька собирается в нашей сегодняшней студии. Да, вот по-другому и не скажешь. Добро пожаловать еще раз. Спасибо большое. В Душанбе. Парвиз, вообще, в принципе, у меня будет первый вопрос такой, именно к вам адресованный. А что первым делом делаете, когда прилетаете в Душанбе, в город своей юности? Первым делом мы идем куда-нибудь есть. Есть. Да, какой-нибудь интерес. Здесь есть прекрасные места и великолепные кухни, повара. В общем, всегда что-нибудь такого вкусного поесть, а потом уже начинаем делать какие-то дела. А почему именно кухня? Что, воспоминания какие-то яркие? Я люблю кушать. Я очень люблю кушать, но кушать вкусно. Это мое, как сказать, хобби, да? Возможно, можно так сказать, но или даже основное, можно сказать, занятие. Это вот есть и заниматься музыкой. Вот два основных моих. А остальное уже такое второстепенное. Я просто себе представил такую картину, когда Парвиз сходит с борта самолета. Где тот самый вкусный шашлык? Вот так вот точно это и происходит. Потом, как правило, мы идем на репетицию, саундчек. И проходит концерт. Потому что я здесь очень редко, когда я вот долгое время нахожусь в Душанбе. Как правило, это максимум 2 дня. Максимум 2 дня. Очень, довольно мало времени. В этот раз я очень долго. Это вот 16 числа я здесь. А, кстати говоря, у вас был вчера концерт. Давайте немного расскажете, буквально пару слов. Что было, по какой причине прилетели, вообще все это нам интересно. В Таджикистане проходили дни искусства и культуры Республики Казахстан. И вот мы с делегацией 16 числа, с делегацией Казахстана приехали в Душанбе и репетировали, готовились к этому представлению, которое главное было. Да. Для чего это было? Для 22 числа. Вот там присутствовали 2 президента, поэтому в общем-то, вот эти репетиционные моменты и дни, они очень такие были напряженные, сложные, но интересные, по-своему интересные. Вот. И все прошло прекрасно, и настроение, самое главное, у всех было великолепное. Отлично. Но давайте поговорим все-таки и про музыку тоже, ведь Хамза у нас недаром тоже в студии. Да. И вот про 2 замечательные композиции, которые, как я понимаю, в соавторстве были созданы. То есть, получается, ваши стихи. Я понимаю. Да. Хамза. Поближе к микрофону, если можно. Да. Дело в том, что мы как познакомились с Парвизом Назаровым. Да, вот. Давайте начнем с истоков. Да. Я давно знаю их семью, еще в 90-х годах, когда... Вы знаете, их семью знает весь мир, мне кажется. Я имею в виду, что мы работали вместе, вот, с его сестрой, Ситорой Назаровой. Мы, когда снимали фильм «Тоннель», кинорежиссер Магди Умед из Ирака был, из Швеции. Курд он был. Курд, да. Из Швеции, да. Из Швеции, кстати, да. Я музыку писал. Правильно, да, вот. И вот с того времени мы познакомились, а потом через Фируза, да? Да. Фируз Абзалиев, который в фильме «Братан», кинорежиссер Бахтиер Худой Назаров, это был наш первый совместный фильм, который я был ассистентом в этом фильме работал. И мне как-то звонят и говорят, что есть музыка, и на эту музыку надо сочинять песню, да? Замечательно. Да, вы знаете, я же не умею на никаком инструменте играть. Отец у меня играл,
в Рубабе, да, вот, когда они приехали еще в 49 году после Хаитского землетрясения вместе с Зафар Назимом, нашего устода, да, Зафар Назим, Да, если вы да. знаете, да, вот. Поэтому он всегда пел песни вот такие классические, да, вот. Ну, когда мне музыку отправили, очень сложно, я думаю, что вот когда и со смыслом, да, вот это все начать. Вот сейчас Парвиз говорит, что когда он приезжает, да, вот как гурман, да, вот потом вдохновление идет, да, вот, и, не знаю, вот и музыку, которую он сочиняет, еще говорит, ну, чтобы было про мигрантов, да, вот такое ощущение. Я представляю себя как Парвиз Назаров, да, вот, как он любит свою родину, да, вот, как скучает, как-то хочет все время прийти. И у нас рождалась вот эта песня. Да, потрясающий Да, смысл. и- Йоди Ватан называется. Йоди Ватан, Сначала да, ностальжи это вот- была, да, по-моему, да, и А? потом ностальжи хотели Да, ну, да. и потом Йоди Ватан. Ну, что здесь замечательного, да, вот когда я смотрю сам клип, там поют и русские, и киргизы, И татары, и казахи, все поют на такая таджикском национальная. языке. На таджикском это было так классно, мне очень понравилось. Да, кстати, вот что немаловажно, он когда пишет слова, их удобно петь. Вот это для меня самое важное. Потому что есть поэты, которые могут написать, ну, вроде бы интересный такой стишок, слова какой-то мелодии, но его просто спеть очень сложно. Язык сломается, и неудобно вот эти звуки петь. А у него, вот если вы послушаете Йоди Ватан, там очень необычные вот. Он как-то их так подобрал, это потрясающе. Вы знаете, интуитивно, когда слышишь эту мелодию, уже, мне кажется, вспоминаешь те самые родные места, в которых ты бывал. Да. И вот это цепляет, мне кажется, сама мелодия цепляет большей частью. А, кстати, а другой трек, Дидор, совершенно новый уже трек, который появился. Да, Дидор это вот буквально, может быть, с полгода как, Да, да? да. Но мы просто его не могли выпустить, потому что не было времени это сделать. Ему же надо уделить время Конечно. треку, чтобы подготовиться, все сделать. Вот. Ну, были несколько вариантов, вот Хамза сделал, и вот этот последний, конечно, очень, он прямо в точку всегда попадает, вот музыка всегда гармонична с этим текстом, и текст прямо вот как будто он должен был быть написан вот для этой вот именно песни. Ну что, потрясающая композиция. Буквально после, точнее, до того, как мы перешли на небольшую паузу, мы послушали композицию Йоди Ватан. Два замечательных человека приложили руку к этой замечательной песне, которая мне безумно лично понравилась, мелодичная. Спасибо. Которая проникает в душу и, мне кажется, просто насквозь твое сердце пробивает и вылетает дальше. Потрясающе. Спасибо, Хамза, за стихи великолепные. Парвиз, огромное спасибо за музыку, которая Вам спасибо за эти добрые слова. Просто как ручеек льется буквально из динамиков. Спасибо огромное. Ну что, мы идем вперед, и вопрос у меня будет такой. Наверняка вы, Парвиз, в других интервью слышали эту фразу. Почему вы такой вот молодой? Как вам удается так сохранить себя в форме? Я даже не буду называть год вашего рождения. Да. Просто скажите, где находится тот самый холодильник, где вы себя храните? Я не знаю, мне кажется, это может быть гены. Гены? Вот, да. Или, я думаю, знаете, это что? Где-то в период от 27 лет Мгм. до 37, где-то 10 лет, я занимался, ну, ушел вот в эти такие процедуры, как очищение организма, ел такую, мясо не ел, ел определенные там, у меня очень вот было все. Еда специально мне готовили дома, отдельно все. Потом я начал ходить в тренажерный зал и уже как профессионал стал заниматься железками вот этими. Да, бодибилдингом. Занимался, да, где-то я занимался, если чисто взять, где-то лет 7. Ну, потом еще года 2 так баловался. И, может быть, это сказалось, как бы, вот этот период, самый главный переход, как бы, от такой молодости к уже не совсем такому молодому возрасту, 40 лет, да? Да. Вот этот переход, мне кажется, его надо поймать и там что-то сделать, очистить вот лишние вот эти Ну, шлаки. говорят, ну, что вот после 40 жизнь начинается заново. Ну, по крайней мере, у мужчин. Так говорят. Наверное, вот. И, видимо, вот этот момент я поймал, потому что у меня мама, она очень знает, она травник хороший, она йог, она по очищению организма, она все знает, как очистить почки, печень, кишечник, желудок, все.
Поэтому она меня консультировала и вела. И, может быть, это сказалось вот как-то на моем внешнем облике. Вот. А так, я думаю, что это все-таки гены. Гены? Хорошо, Наверное. давайте на этом и остановимся. Отлично. Но вот смотрите, семья у вас действительно очень творческая, многогранная, очень много творческих людей. Вообще, возможен ли был какой-нибудь другой путь в вашей жизни? Вот могли вы чем-то другим заняться? Или однозначно музыка, и все? Я думаю, что музыкой, ну, возможно, я бы мог заниматься, допустим, живописью, так как Да, я вы учились. по образованию я педагог, художник, живописец. Но не знаю, как-то когда я окончил здесь колледж, потом работал на киностудии «Таджикфильм», в мультгруппе я был художником. Мультипликатор. Я был художником-фазовщиком, тот, кто прорисовывает Кадры. фазы. А мультипликаторы — это более такие крутые ребята, они строят весь мультфильм. Вот, но мне это все равно, мне нравилось. И с детства как-то вот Далер, мой дядя, он мне вот ставил музыку, объяснял все, и это мне было интересно. Синтезаторы, звучание. У нас всегда в подвале там была его студия. Он мне разрешал лазить в его синтезаторы, за что ему спасибо. И вот это вот навсегда, как бы вот эту любовь он мне привил, вот оставил в моем сердце. И когда мне исполнилось 18 лет, я закончил это рисование, закончил все, и я ушел с киностудии «Таджикфильм» и стал заниматься музыкой уже профессионально. То есть до этого это было как хобби. Вот. И все, мне очень нравится музыка, это моя жизнь, можно сказать. Если ее не будет, тогда уже... Поэтому я не представляю, кем бы я мог. Мне не интересно рисование, не интересно живопись. Вот, близко даже. А музыка, конечно... Но вот ваши дети очень активно тоже участвуют в вашей творческой жизни и продолжают это делать. А вот к чему вы их готовили и чем, в принципе, они сейчас занимаются? Вы знаете, они вообще как бы неосознанно этим занимались, потому что я их как бы заставлял, можно сказать. Потому что, допустим, едем мы куда-то в джунгли, да, китайские. Едем, а там кто под рукой у меня? Моя дочка старшая и сын. Я даю им камеру, говорю, вот так снимаем. И вот 3 дня мы находимся там, снимаем. И вот они стали операторами. То есть вот дочь моя, она где-то 6-7 работ у нее уже есть, где она была оператором. Сын тоже. Вот. То есть им это не нравилось. А младшая дочь? А младшая дочь, она сейчас занимается тем, что работает, у нее есть своя студия, ей всего 21, но уже своя студия, она пишет треки, 1 трек уже она выпустила, вот готовится выпустить альбом, но, как сказать, вот осознанно, когда человек уже этим занимается, это вот классно, здорово, а когда они совсем не хотели не заниматься ни музыкой, ни операторским этим. Все это получилось, потому что я им говорил, и они же любят папу, и они будут снимать. Вот. А теперь они приобрели этот навык. Но они любят гулять, они любят другим заниматься. Вот. Но вот это у них осталось. Поэтому есть, да. И старшая дочь, она тоже очень много выпустила песен. Они в основном англоязычные. Она очень хорошо пишет стихи на английском. У вас тоже в последнее время тяга к английскому языку? У меня вышло, кстати, не вышло, но вот скоро выйдет 2 трека на английском. Мне нравится петь на английском, тоже очень гибкий язык, такой интересный. И вот она за 10-15 минут может текст прям написать. Круто. Да. Смотрите, какая интересная штука. Я вот даже словами немного не могу объяснить. Я это просто называю парадоксом Парвиза Назарова. Сейчас я объясню, наверное, свою историю. И таких историй, наверное, вы слышали уже миллион. Это примерно где-то был 2008 или 2009 год. И я сидел на радиостанции. Это была радиостанция «Тироск», с первой, где я начинал свою работу в Худжанде. И слышу песню такую задорную, яркую. «Расбикун Джониман». Да, вот это вот прям вот кайфовая такая песня. Прям зацепила меня. Понравилось? Да, прям безумно понравилась эта композиция. И рядом проходят ребята, которые работают уже давно, в принципе, на радиостанции. Я говорю, а кто это поет вообще? Кто поет?
Ты не знаешь, кто поет? Парвиз Назаров, ты что? В общем, чуть мне не подзатыльник не дали. Ну, а потом мне показали, конечно, весь архив песен, ну, а потом «Еду на юг», «Мерси», «Крестная мать», «Лети», «Облака». Ну, все, я влюбился. То есть, Спасибо. вот буквально одна композиция, которую я услышал в далеком 9-м году, сделала меня вашим поклонником. В чем Большое ваш спасибо. парадокс? Почему с первого раза ваши песни так вот зацепляют нас всех? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки есть такое, вот у нас с вами похожие вкусы. У нас похожие вкусы и у Хамзы, и у меня. У меня похожие вкусы. Мы на одной частоте с вами. Если даже не на одной, но близкой. Поэтому вам как бы нравится. А есть люди, которым, ну, не нравится. Есть люди, которым нравятся другие песни. И это хорошо. То есть, поэтому такое разнообразие музыки в мире, да. Видимо, вот ваша частота, на которой вы живете... Срезонировала. Да, и моя, они совпадают. И я думаю, все те мои друзья, знакомые, с которыми я общаюсь, у нас похожие вот эти частоты. Поэтому... И вот вы не поверите, до сих пор я остаюсь ярым вашим таким вот поклонником. Благодарю. Кстати, благодарю. вот несмотря на зрелость, в плане того, что вы уже зрелый артист, это понятное дело, а есть ли у вас вот все-таки новые идеи или направления, или же творческие поиски, которые до сих пор есть в вашей жизни, в вашем творчестве? Или же вы пока остановились? Безусловно, нет. Никогда я не остановлюсь до самого последнего своего дыхания. Потому что если я остановлюсь и скажу, вот какой я красавчик, вот я уже выпустил там 15 альбомов. Там, уже 15? Записал. Ну да, 15 всего. Это официально только. Это без синглов. Где-то синглов у меня еще где-то 150 синглов выходило. То есть, и если я так буду думать, я буду всегда смотреть назад. Это значит, я буду сам себя тормозить. То есть я постоянно должен быть в поиске, всегда. Хорошо быть в поиске, это понятно, это надо развиваться, все прекрасно понимаем. Но а как аутентичность свою сохранить? Ведь сейчас под влиянием современной музыки, под влиянием, я не знаю, интернета можно уйти в другую сторону и потерять свой стиль, свою индивидуальность. Я думаю, что индивидуальность потерять невозможно, стиль можно, да, потерять. Я думаю, это не страшно. Самое главное, индивидуальность не потерять. Смотрите, вот если вы послушаете мои альбомы, они разные все. Поэтому, допустим, в разные периоды времени у меня меняется как бы поклонники. Да. Вот, допустим, если была песня «Белые облака», у меня была другая несколько армия людей, которые слушали. Потом появилась... Был такой романтичный период, да, потом зрелый появилась период. «Крестная мать», прибавились еще другие, допустим, которым «Белые облака» не нравятся, но нравится «Крестная мать». Потом появилась «Лети». Это более уже молодое поколение начало ее слушать. Потом, когда я спел «Чархбизан», еще другая. То есть все меняется, вот, меняются люди. Одним не нравятся мои одни песни, другим не нравятся другие. Поэтому все меняется. Все разные, все эти, и в стиле разные. И я люблю экспериментировать. Даже то, что сейчас называют вот музыкой TikTok, да, такая она. Да, у меня даже в таком стиле есть композиции. То есть мне это интересно. Мне интересно, ну-ка, как это выглядит, как я буду в ней выглядеть вообще. То есть я это делаю не для того, чтобы там стать популярней или там, чтобы она хитом стала, эта песня, а просто из-за того, что мне интересно в этом покопаться, понимаете? А вообще понимаете ту аудиторию, которая сейчас следит за вами в интернете, в сети, потому что все-таки это другое поколение уже, совершенно другие потребности людей. Я за этим слежу, и я очень хорошо понимаю и музыку, и этих людей, и это поколение. И то, чем они занимаются, как они думают, очень хорошо понимаю. Это здорово. Ну, а давайте поговорим про песню «Дидор». Я вот, знаете, в таком немножко быстром темпе иду, потому что у нас очень мало времени. Да. Давайте немного об этой композиции тоже поговорим. Хамза, вот вам слово. Расскажите, пожалуйста, про эту песню, про стихи, как вообще создавалась эта композиция. Да. Поближе, если можно, микрофон. Да. Парвиз мне звонит и говорит, что есть такая идея, да, чтобы... И музыку мне отправляет. Музыка такая танцевальная, да, такая? Ну, можно сказать, да.
типа такого, да, вот, но я думаю, что это было намного сложнее, чем наши Чем Йоди Ватан, да? чем Йоди Ватан, который мы там сделали. Ну, хотя это такой жанр. Да, но все-таки как раз я, слушая музыку, ну, по ночам, как раз кто-то болел у нас, да, вот я был в больнице, там ходили туда, и ночью я все время слушал и писал, да, вот то, что вот пришло в голову, и то, что он жалел, что как это было, да, как это выглядело, как он этого хотел сам, да, вот. И, ну, получилось у нас то, что получилось, да, ну, он сам, если ему понравился, да, вот. Мне хорошо, очень понравилось. Да. И я думаю, что неплохо. Да. Но не то слово неплохо. Мы это услышим прямо сейчас и оценим. Но, честно признаюсь, та музыка, которая звучит в этой песне, она нам уже давно знакома. Потому что мы частенько наши... Проигрыш, да, этой песни звучал очень часто на нашей радиостанции. Потому что когда-то вы нам записывали джинглы. Да, этот джингл я записал специально для радио Азия Плюс. Именно так. Вот, и вот эта мелодия, она все равно во мне как-то была. Я ее всегда хотел развить, честно говоря. Мы-то по-другому и не представляли уже радио без вашего голоса и без этого проигрыша, да, честно говоря. И потом я ее хотел развить и сделать из нее песню. То есть он такой, он притягивал вот этот проигрыш. И не только меня, и моих близких, и мою супругу, и детей, и друзей, когда я ставил. Вот. И вот родилась из этого песня, да, но впервые она прозвучала как джингл на радио Азия Плюс. И такие вот моменты, я все-таки жалею, то, что у нас всего лишь какой-то там битый час, и вот так мало, и вот так же не хватает, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Парвиз Назаров и Хамза Хакими, два замечательных, талантливых человека. Мы продолжаем общаться с нашими замечательными гостями. Парвиз, насколько я знаю, 35-летие творческой деятельности уже вот в этом году, как я понимаю. Да, в этом году вообще 36-летие. 36-летие. Но мы это будем все равно как бы праздновать и давать концерты, гастролировать как 35 лет на сцене. Замечательно. Чтобы все-таки дата была круглой. Я понимаю, что если будут гастроли, то и в Душанбе будет какой-то сольный интересный концерт или какой-то проект. Обязательно. Мы планируем в сентябре большой, хороший, красивый концерт в городе Душанбе. Поэтому я думаю, число еще пока не могу сказать, но это точно будет в сентябре. Поэтому мы будем сейчас усиленно готовиться к этому концерту. Будет специальная программа, то есть все будет очень интересно, серьезно. Ой, как здорово-то! И, по-моему, даже сегодня что-то ожидается. Да, сегодня, кстати, тоже будет у меня концерт в ресторане «Анзур» в 20:00. Друзья, приходите, споем вместе. Споем, потанцуем, повеселимся. Здорово, здорово, друзья. Ну вот такая, не упускайте такую уникальную возможность, а то вот Парвиз уедет и приедет уже только в сентябре. Так что да, успейте, пожалуйста. Ну в сентябре по-серьезки. Там все серьезно будет, уже не по-детски. Ну что, спасибо огромное. Переходим к вам, Хамза. Вы принесли 2 книги, которые я наблюдаю, потрясающие. Расскажите о них, если не сложно вам. Что за книги, о чем они и какие интересные там стихи и тексты. Благодарю, но... Поближе, Хамза, если можно, да. У меня сейчас с собой 2 мои книги, это книги стихотворения, да, и песни, которые я писал на таджикском и на русском. Пишу, да. Вот. Это называется «Тами Ишк», «Вкус любви» и «Хьоми Ишк», «Страстная любовь». Замечательно. Да, вот и в «Страстной любви» там есть еще русские стихи, которые тоже там есть, те песни, которые мы писали вместе с Парвизом Назаровым. И показывали эти. А можно ли нам вот коротенький отрывочек услышать какого-нибудь замечательного стихотворения? На ваш выбор, конечно, естественно. Да. Дело в том, что в прошлом месяце я потерял отца. Все мои книги, которые Наши соболезнования примите. Пожалуйста, спасибо. Они начинаются со стихами об моем отце. Да, об отце. И кроме этого я еще пишу сценарий, у меня где-то 15 сценарий, например, по сценарию «Номус» совместно с фильм «Хатлон Синаму» снимали фильм, Зафар Вали. И
Кстати, мы тоже там, как вы сейчас сказали, в этом году уже закончили фильм с Мухиддином Музафаровым «Рыба в крючке», который я играл там роль полковника Колонова. Да? И этот фильм совместно с Россией и Ираном выйдет в 25-м году. Ну, Вот здорово, так Хамза здорово. стал актером. Да. Пожалуйста. Кстати, очень колоритно выглядит. Мне кажется, очень хорошо Да, вы подходите да, да. для этой Будем роли. ждать. Будем Поэтому, ждать. с вашим разрешением, я хотел бы читать стихи Да, на конечно. таджикском про Конечно, отца. Да? конечно. Падарам. Падарам, эй падарам, эй падарам. پشتیبانی من و نوری بسرم کفی دستانی تو دنیای من است هست تاقی سرت تاجی سرم پدرم ای پدرم ای پدرم کوه تمکین و وقاری ببرم زور بخشای تن و قوت دیل به همه راه نکو راه برم پدرم ای پدرم ای پدرم سرورم قبلگهم بال و پرم باشد آغوش تو چون جنتی من چهرت مطلع نوری سحرم پدرم ای پدرم ای پدرم اصل من ریشه من بحر و برم من دوامی ره و پیکاری تویم نام نیکت به ثریا ببرم پدرم ای پدرم ای پدرم دولت و سولت من تاجی سرم تا تو هستی ببرم دارایم خاک پای تو بود تاجی زرم. Спасибо Браво, огромное. браво. Спасибо, спасибо, спасибо. Замечательно. Замечательно. Да, трогательные стихи. Огромное спасибо. Продолжайте творить, создавать. И мне кажется, благодаря и вашему перу появятся новые песни на таджикском языке, которые мы тоже хотим слышать в исполнении Парвиз. Кстати, вот есть ли планы еще? Потому что многие ждут. Нет, я хотел, знаете, что сказать? Что? Вы заметили, как преобразился Душанбе? Да, естественно. Заметили? Мы это замечаем каждый А я не день. заметил. Я приехал и как будто попал в какую-то сказку. Это же красота какая, да? Да. Я везде Я хожу, вижу. и я не пойму, я где это нахожусь, я в какой стране, в каком городе. Вот это вот, об этом вот я хотел вот немножко, буквально Да, 2-3 конечно, слова сказать. Благодаря нашему миру Рустаму Ямали. Да. Да, конечно, но это Президент, вообще... да. Я не видел ни одного города, вот, чтобы он так развивался. Да. Там 2-3 месяца проходит, раз уже все вдруг по-другому. Конечно, я вообще, меня потрясло вот здание парламента. Мгм. Это вообще и ночью красивый, и днем. Какое красивое здание. В общем, ладно, давайте, у нас времени мало. Просто я хотел как бы вот эту точечку внести в наш разговор. Все верно, потому что все-таки вы редко бываете, приезжаете, но тем не менее, действительно, город меняется, и очень быстро это происходит. И в лучшую сторону, на самом деле. Ну что, давайте все-таки к вашей такой семейной жизни подойдем поближе, и у меня такой будет все-таки вопрос. Ваш супруг Алия, ваш спутник, ваш директор, ваш продюсер и продюсер вашего семейного счастья. Ну и в другом Совершенно еще верно. хочется отметить, что, мне кажется, супруга все-таки является первым человеком, который слышит все ваши творения. Какой она критик? Естественно, она первая, кто слышит. Вот только даже еще, можно сказать, я не свел материал, еще перед мастерингом последней стадии, как бы, когда песня выходит, она слушает, я ей ставлю. Ну, она вообще на одной волне. Вот эти частота, вот эта дискретизации, или как ее назвать, да, у людей. Вот у нее прям совпадает полностью с моей, поэтому она всегда даже... Ну, бывает, конечно, вот, допустим, я написал песню «Лети», она ей не понравилась. Ну, как-то она... И совершенно мы даже не знали, что она станет Да, какой-то популярной. конечно. Да. Это само собой произошло. Вот видите, вот так бывает. Но много есть песен, которые ей нравятся. Вот, допустим, «Дидор». Ей очень нравится эта песня, и она ее поет, и Да. ей нравятся уже слова, хотя она не понимает. Но вот она всегда меня поддерживает, как настоящий продюсер, как настоящий директор, как жена. И сегодня она еще является бэк-вокалисткой. Да, она выступает со мной как бэк-вокалистка. То есть все в одном.
в ней сочетается. Ну, замечательно, что так все циклично, так все произошло. Я лично очень рад. Ну, а все-таки, да, а дети тоже критику добавляют свою? К примеру, говорят, они тоже у вас довольно творческие личности? Да, дети, особенно вот младшая дочь, она совершенно другое поколение, другая музыка, и другую музыку она слушает. И иногда она как-то, да, понимает, что это ее папа, вот на уровне вот этого. Ну, папа, я люблю папу, вот это. А так она не проявляет такого должного интереса и внимания к тому, что я делаю. Старшая дочь, она как-то более ближе, может быть, немножко вот у нее другое немного поколение, она на 8 лет ее старше, поэтому... А сын прям понимает очень хорошо мою музыку. Поэтому я к этому отношусь довольно-таки спокойно. Это вот так должно быть. Так должно быть. Хорошо, хорошо, спорить не буду я. Но вот вопрос такой, вот часто, возвращаясь к старым своим произведениям, наверняка приходит какое-то некое переосмысление песен, ну, с годами. Есть ли планы, может, какие-то ремиксы интересные сделать? Или же как есть, так пусть и будет? Нет, вы правы, что переосмысление, оно должно быть. Допустим, когда мы играем лайв, в концерте мы совершенно по-другому играем песню «Белые облака», «Еду на юг», «Лети», мы поменяли ее вообще там, очень интересно. Многие, ко многим песням пришло такое вот переосмысление. То есть неинтересно вот эти вот все 30 лет или сколько вот я существую, даже больше. Вот одно и то же, как одну и ту же ты кашу ешь всю жизнь. Неинтересно, хочется манты, хочется шашлык, хочется салатик. Снова про еду говорим. Да, то есть постоянно одно, конечно, зрителям хочется слышать вот оригинал, как вот прям там, но мне самому это неинтересно. Поэтому постоянное переосмысление происходит. Бесконечный, как говорится, процесс. Но поговорим и про выступление тоже. В интернете я наткнулся на такое интересное видео в вашем исполнении, в котором вы говорите, что нужно на сцену выходить голодным. Что за странный ритуал такой? Да, я не ем в этот день даже. Я просто пью теплой водички кипяченой. А просто когда ты выходишь на сцену голодным, у тебя мозги очень хорошо работают. Реакция хорошая. Ты поешь лучше. Вот у меня так, когда там еда, все, уже половина твоего полушария не работает, да, энергии мало. Поэтому я всегда выхожу голодным. Но когда я отыграю концерт, после этого обязательно я съем чего-нибудь вкусного. Именно вот вкусного. Чего хочет душа. Не просто засунуть какой-то там кусок хлеба, бутерброд, нет. А вот именно вкусного. Целая философия. Да. Смотрите, вот недавно, буквально, может быть, несколько лет назад, вы так очень сильно баловались этникой, да, вот музыка для медитации. Вот вы даже туда немножко ушли. А вот продолжаете ли вы сейчас это, или как-то это уже ушло? Она идет параллельно с моим, как бы, вот, основной вот темой, то есть вот этот поп, вот эти песни, куплеты, припевы и так далее и тому подобное. Я очень много, у меня есть, я сейчас хочу даже выпустить альбом и назвать его как-нибудь наподобие рабочее название, допустим, «Кино» назвать. То есть там разные композиции, там нету такой вот структурированности, как вот куплет, припев, обязательно там какие-то, там полная свобода. Пожалуйста, хотите музыку, включите и закройте глаза, и что-то вы почувствуете, улетите. Хотите этно, есть там очень много композиций с этноинструментами. Вроде бы она какая-то инородная немножко там внутри, что-то такое. Но все время в таком современном ключе. Поэтому я этим занимаюсь всегда. И всегда занимался. Если стал бы выбор перед вами просто быть композитором, не петь песни, а просто быть композитором и уйти полностью в создание музыки, вы бы так сделали? Или все-таки, когда голосовое сопровождение, пение? Нет, я скорее всего бы это и сделал, потому что мне это нравится больше. Просто я свои песни стал петь, потому что их же надо как-то донести до людей. Да, поэтому я сам стал их петь. Сочинять и петь
песни. Потому что, судя по вашей работе, судя как вы создаете композиции, мне кажется, что вы больше даже уделяете музыке время, чем словам и всему остальному. Да, и я понял одно, что для вас это важнее. Естественно, важнее. Как звучит мелодия, как она живет. И... Если бы можно было, я бы пел песни вот так, чтобы слова не писать, понимаете? Но надо обязательно, чтобы люди понимали, люди слышали, поэтому я их стал петь. И вот Хамза написал такие, вынужден, да. Парвиз, Хамза, я поблагодарю вас за то, что вы уделили свое время. Спасибо, что пригласили. Да, всегда рады. На самом деле мы всегда рады нашей встрече на Азия Плюс. Вы были у нас уже, в принципе, и неоднократно, и продолжайте в том же духе. Приходите хоть каждый год. С удовольствием. Хоть каждый месяц можете приходить, ставить гитару, петь. Можно будет в сентябре к вам зайти, когда почему будет бы и нет? Почему бы и нет? Мы всегда будем рады вашему присутствию здесь, в Таджикистане, и в студии радиостанции Азия Плюс. Спасибо огромное. Спасибо вам. Творческих успехов, всяческих, замечательный тандем, кстати говоря. Мне кажется, надо продолжать в том же духе создавать и делать песни на таджикском языке. Я вот акцентирую, потому что наша публика их ждет. Спасибо огромное. Все. Друзья, мы продолжим эфир, но точнее я уже его покидаю, но вы оставайтесь, друзья, впереди масса всего интересного.